Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Туркменские женщины, заключившие брак в Турции в период COVID-19, не могут вернуться к мужьям после получения на родине нового загранпаспорта. Им закрыли выезд из-за былого статуса нелегалов. Таким образом, тех, кто пытается избавиться от этого статуса, ожидает как минимум 3-летняя разлука с семьей. А если женщина пытается возражать, то срок могут увеличить и до 5 лет. В период пандемии, с 2020 по 2022 годы, регулярное авиасообщение между Турцией и Туркменистаном было прервано, вывозные рейсы осуществлялись в недостаточном количестве. Туркменские посольства и консульства за рубежом не продлевают срок действия загранпаспортов. Для этого нужно ехать на родину. Во время пандемии ситуация не изменилась. Спустя время дипломаты начали ставить в паспорта лишь штампы о продлении, но это не равнялось полноценной замене документа. Как результат, многие граждане Туркменистана с просроченными паспортами вынужденно становились в Турции нелегалами. Некоторые из них заключили брак с местными жителями. Теперь они пытаются узаконить свой статус, но это оказывается невозможным. Гражданка Туркменистана, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала Туркмен Ньюс, что выехала на родину с целью поменять паспорт. Она обновила документ, и это само по себе нелегко сделать. Очередь на данную услугу растянута на год и более, быстрее решить вопрос можно лишь за взятку. Одновременно в посольстве Турции в Туркменистане она подтвердила свой брак, а также заверила информацию в МИД Туркменистана и получила семейную визу на 3 месяца, чтобы затем, уже находясь в Турции, подать на семейный вид на жительство. Но после этого в аэропорту сотрудники миграционной службы Туркменистана не пустили женщину в самолет. Ей сообщили, что поскольку в Турции у нее был статус нелегала, то выпустить из страны ее не могут. Позднее она обратилась в управление миграционной службы, где ей пояснили, что запрет наложен на 3 года. Таких случаев сейчас очень много. Причем запрет касается не только Турции и иных государств, где граждане были нелегалами, но и третьих стран. Например, те, кто просрочил паспорта в Турции, не могут выехать в США, несмотря на полученную визу. Стоит отметить, что в вышеописанном случае турецкая сторона автоматически сняла с бывшей нелегалки запрет на въезд в связи с ее семейным статусом. А вот туркменской стороне нет дела до семьи. Особенно если семья создана с иностранцем. В 2001 году, при первом президенте Сапар Мурате Ниязове, в стране вообще было принято постановление, которое непомерно ужесточало условия брака с иностранцами. Чтобы жениться на туркменке, гражданин другого государства должен был уплатить $50 000 в специальный фонд и предъявить справку о том, что не менее года проживает на территории Туркменистана и имеет собственную недвижимость. При Гурбангулы Бердымухамедове эти условия перестали соблюдаться, как и другие одиозные нововведения Ниязова. Однако девушек, выезжающих в ту же Турцию с целью заключения брака, легко могли внести в список невыездных. Причем это касалось не только искательниц приключений, которым по версии властей Туркменистана требуется государственная защита, но и благопристойных просватанных невест, которых ожидали жених и его родственники. Как можно видеть, при третьем президенте Сердаре Бердымухамедове у туркменских властей не прибавилось лояльности к трансграничным бракам. И ладно бы речь шла лишь о предотвращении свадеб. Нет, теперь по прихоти туркменских чиновников рушатся уже созданные семьи, в которых дети годами могут не видеть матерей, а ведь последние планировали лишь на несколько недель выехать на родину. Хотя ведь даже в местах лишения свободы заключенным положены свидания с родными. Объяснять сотрудникам миграционной службы ситуацию, взывать к их чувствам бесполезно. Люди страшным образом наказаны за то, в чем они не виноваты, а именно за пандемию COVID-19 и за невозможность продлить загранпаспорт в стране пребывания. У вас имеется интересная новость, и вы хотите ею поделиться? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.